Здравствуйте. Очень приятно. Добро пожаловать. Здравствуйте. Спасибо большое. О, мужчины настоящие. Наконец-то я вижу настоящих мужчин. Поднимайтесь поближе. Добро пожаловать. Очень рада видеть вас. Нам очень приятно приехать к вам. Проходите сюда Честь поближе. большая, тогда. благодарим. Ох, как я рада. Мы так болела за вас. Прямо, я не знаю, у меня вот шум стоял в доме, я не знаю. Вот, спасибо вам большое за эту радость, которую предоставили. Так что, Спасибо Стремились вам. таким же результатом, который вы достигли. Стремились мы к этому. ну, у вас много результатов хороших. Так что, ну что, Как вы в отличной форме, Раиса Петровна. Просто аплодисменты. Просто пример для подражания. это генное, наверное. Генное. Здорово, здорово. Просто Ну, здорово. что, первый раз, наверное? Да, конечно, Да? первый раз. В семье нас 7 человек, 5 братьев, 2 сестры. К сожалению, лыжами особо никто. Ну, братья старшие, правда, занимались, но они потом занимались национальными видами спорта. Там, мастера спорта по национальным видам. Это какими? Это там бросают топор, Топор. там теннисей там на меткости, прыжки через нарты. Мгм. Вот такие. И вот до школьного возраста я мои Так жили. место пребывания, детство здесь прошло, в Чуме. Поэтому вот мои как бы первые лыжи, лямпы. Это вот охотничьи Это такие лыжи, отец мастерил такие лыжки из деревяшек, камусом обтягивается. А, очень специально И обтягивается, под, да, чтобы назад не скользило. Вот. И потом, знаете, Это из оленей шкуры. это из оленей шкуры, Зимний, это наверное, зимний толстый, вариант, да, зимний, а летом брезент. Ну это там внутренний, там быт наш. И вот такой вот. А где вы на этой фотографии? Вот это уже в селе, в деревне это. Где вы здесь? А найдите. Сейчас очки надо. Вот здесь. А, вот, да? Да. Можно я посмотрю? Это у нас такое различие как бы было. Девочкам как бы немножко, и вот эта нижняя часть из белой Склеена. шкуры, белой шкурки оленя, и верхняя там из Так темной. трудно узнать вообще. Да. Но здесь еще не все. У нас здесь только 5 человек. Вот. Такого возраста вот ездили. Ну, здесь уже начало как бы спортивного пути. Ну, как обычно, в школе, на соревнованиях, на школе участвовали. Вот на этих роллерах мы катались Сейчас немножко по изменились роли. грунтовым дорогам. Это сейчас это я считаю, что это там никакой нагрузки нету, вот эти новые роллеры последние. Сами Как самокаты. Я их самокатами и называю. А вот это, когда ты 70 километров пройдешь по грунту, Да, ножки это уже нагрузка превыше. ломать не стоит. Да. Это что здесь бывает, да. Это медали чемпионатов мира. Вот сколько. 7 золотых, да, получается? 7, да. Приватизировал. Когда-то уже. А это Иванов, что ли? Да, Виктор Александрович. Это 82 года, чемпионат мира. У нас там борьба шла в 3 секундах до 20. Вам тяжело было Да, потом знаете, привыкать? я даже не привыкла. Я так и не полюбила этот стиль передвижения. До сих пор мне он не особо нравится. И что-то Он же как раз классика на вашем- есть классика. На вашем как раз в расцвете, правильно, он появился там, когда в 76-м там Нет, у вас уже больше, ну, Это все чемпионаты СССР. это чемпионатов Советского Союза медали. 21. 20. Ё-моё. С ума сойти. Только золотых 20. 21. Союза. Ну, у нас у Галины Алексеевны Кулаковой 39. Поэтому уже недосягаемо. Ну здесь-то Коньков, Раиса Петровна, все равно здесь Коньков. Да, у меня коньковый ход такой, что это показывает, как не нужно. Как не нужно. Здесь фаунские вот такие, у них медали, это медали тоже. Вот эти, да? Да, фаунские. Тут
традиционные, и они ежегодно тоже проводятся. В форме лыжи, да? Так, сейчас шведы выйдут. Это, говорит, очень дорогие медали. И если продавать будете, они очень дорогие. Я говорю, здесь ничего не продается. Ирина Котелева, это директор Национального музея Республики Коми. Мы, наверное, поднимаемся наверх сразу, да? Да, давайте Если посмотрим. Да. Вот. Если кому надо снять У вас кусочек, программа можно снять, плотная, чтобы- поэтому мы пойдем. Ты еще несколько слов по лыжам. Вообще музей. У нас музей организован в 1911 году, 105 лет. Коллекция очень большая. 1801. В 1911 году, 105 лет будем праздновать на следующий год. На первый взгляд кажется такое что-то непонятное, да? Но если учитывать, что и 8 тысяч лет, 600 тысячелетие до нашей эры, то, в общем-то, и понятно, насколько она уникальна. Это Найдено- часть ее, наверное. Да, это часть, фрагмент, да. Значит, в 60-70-е годы велись раскопки в Вийском торфянике. Это Синдерское озеро, Нижпогодский район. Это очень важный момент, я сейчас объясню почему. И вот благодаря тому, что вот эти торфяники обладают особыми условиями, там сохранилось много памятников из дерева. И в этом плане они уникальны, потому что археология, вот именно дерево, оно практически не сохраняется такого времени. И кроме лыжи, вот этого фрагмента, было найдено целый ряд других памятников. Это луки, это предметы бытового характера, это полос. Вот, пожалуйста, там у нас видно. Но вот этот полос от саней, он в то время, сани были через настройки, просто связаны с мешками. Ну, в принципе, это и есть лыжи, да, вот если мы грубо говорим. И если мы смотрим традиционные лыжи сегодняшние, подбитые мехом у охотников, но абсолютно та же самая форма, практически ничего не изменилось. Возникает вопрос вот к этой лыже, вот к этому фрагменту. Вот так он выглядел, когда его нашли, он был весь такой вот на части рассыпанный. И первое, что привлекло внимание, это красивая голова лося вот на вершине. Вообще, если правильно, то лыжа должна вот так находиться, и лыжа, когда поднимается нос, то вот эта вот верхняя часть, где зацеплялась веревочка, да, вот это как раз голова лося. То есть это верхняя часть. Вот это верхняя часть, да, то есть лыжа-то вот она, вот это Начало дно, получается, да, вот это да? дно, а сюда крепится веревочка. И когда журналисты в 1964 году, это было представлено журналистам, как уникальная находка, потому что в то время уже понимали, что это уникальный памятник, и даже не думая, что про лыжу, про голову лося, поскольку, получается, это одно из древнейших произведений искусства вообще на севере. Можно поближе? Да, конечно, подходите. И журналисты окрестили эту лыжу сразу лыжа Иркопа. Иркоп – это такой легендарный герой у коми народа. Это охотник. Он обладает волшебными лыжами, сделанными из дерева. Он может поймать любого зверя. Да, он летит вообще на лыжах в любое пространство, в любое время. И по легенде Иркоп погибает как раз в этом Синдерском озере. Он там совершает ряд таких не очень правильных поступков и погибает вот в этом Синдерском озере. А лыжа возвращается в дерево, из которого она была сделана. Но вот здесь не хочу... Я думаю, что скорее всего, потому что в торфянике без кислорода она вот и сохранялась. Здесь, конечно, вот вопрос вот с этой головой лося. Опять-таки мы понимаем, что это время, когда, в принципе, нет металлических орудий. Да? Эту лыжу делают без металла. Ее вырезают с помощью деревянных скребков, там обрабатывают. Ладно, просто дерево, когда мы видим, да, хотя все равно мысль возникает. Уже усилий. Что это, Может, мезолит, это да? сучок такой был? Да, это эпоха мезолита. И, то есть, представляете, вот с помощью только вот таких простых орудий сделать такой... Ведь читается красиво голова лося, глаз, вот эти ушки, все это вырезано. Может, кремниевый резец какой-нибудь у него был? Но все равно какие усилия надо сделать, да, чтобы это вот все вырезать. Вообще, когда задумаешься, Ну, очень 8 медленно тысяч и это долго, же наверное, всю зиму. 6 тысяч делали. на Ну вот не знаю, будем только догадываться. И, Вот как камнями раньше все так вырезают, они же делают как. поэтому вот археологи, вот когда обсуждают, думаю, что это ритуальный какой-то предмет, потому что ну, это требует много усилий, у него какой-то особый статус, поскольку не все же вещи украшали нас такими сложными изображениями. Возможно, может быть, это в каких-то обрядах это лыжа участвовало. налетало. Директор центра Лайер Федор Альфредович, он просто проведет пока. Здравствуйте. Добрый. Дайте двух слов. Наш комплекс новый, в принципе. Мы где-то вот только в ноябре-декабре открылись. В первую очередь открыли год назад 2 зала было. Сейчас у нас 11 залов здесь. 13 тысяч квадратных метров. В основном единоборство. Бокс, борьба, тяжелая атлетика, тэквондо, карате. По боксу. Вы не знаете, да? Мы где-то встречались. Где-то встречались, Да, я вижу нос боксера. Позапрошлом году, на международном турнире в Питере, в позапрошлом году. В мае то, что был, да? Да. Славка Яковлев тоже проводил.
Славка учились вместе в одной группе. Понятно. А вы лезли? Да. Ясно. Все, сейчас пройдем по залам, да. 2 или 3 зала пройдем, потом соревнования у нас по борьбе идут, чемпионат республики. Вот таких 6 залов у нас. 3 с этой стороны, 3 с той. На втором этаже маленькие залы есть вот для единоборств, настольный теннис есть еще. И большой зал для проведения соревнований с трибунами. Очень много пришлось напрягать людей, перестраивать, потому что этого все не было запланировано. Свободные веса. Помосты установлены практически. Вот, класс. Нет, здесь это, оно внизу там специально, да, все помосты. Ну они должны быть, конечно, они там же так перехлестываются. Они там яма там, да, дерево, везде, все остальное. Скажите, а он на балансе региональном висит или федеральном? На региональном, да? Иди, познакомься с чемпионами. Привет. Сколько тянешь? Сколько тянешь? 200. Ведерка с России этого года. Фильм Сибира прошлого года. Все впереди. Только начало. 145. 30. 220. Здесь мы закрытие делали, награждение. Здесь сидело 1000 человек. Сидело за столами. Вот такой небольшой фуршет был. Сидели по это. Выступление было артистов. В этом зале буквально неделю назад. 1000 человек. Ребята своеобразные. Хороший зал, высокий потолок, освещение нормальное, естественно, инсоляция. И это сделали тут потом ринг, помост, терапевтический ковер, в принципе, освещение. Я лучше видел вот только вот в Сочи этот комплекс. Загорели, там потолок еще выше. Такое там много освещения. 52 метра. Стандартный. 62 метра. Колонны немножко это мешает, но в принципе уже издержки, другого нет. Чемпионат России мы проводили по боксу в ледовом комплексе. Пришлось так лед закрывать, прохладно было, утепляли, фанеру ложили, утеплитель, чтобы ребят не замерзли, это было прохладно очень. Ну вот это наше намоленное место, где... Вот она идет. Здесь, Петровна, подходите. С другой стороны, перейдем на другую сторону, там соревнования идут, пресметайные дети со всей России. Вот 700 человек бегут. Сейчас еще гонка идет. Ну, тут рассказать немножко хотели, что здесь. Вот это вот здание, где спортсмены у нас готовятся к старту, выходят, готовят лыжи, там специальное помещение, значит, там массаж делают, значит, от тренеров получают последние, так сказать, тычки, которые там надо сделать. И вот, в общем-то, после этого выходит на старт. Вот эта гостиница, ребята здесь у нас живут. Здесь практически 306 мест у нас в гостинице. Здесь вот там есть коттеджный поселок, у нас также живут ребята. И готовятся не только лыжники, и другие спортсмены по видам спорта. У нас здесь биатлонный комплекс есть еще также. Лыжи покажем, чем лыжи мажем, чем парапинем. Потому что саночники в обстоятельстве, они почему выигрывали, вот ГДР сначала выигрывали, они же батарейки туда вставляли. Чтобы грелось, да? Батарейки, да, чтобы грелось. Все вкусим, да? Они же общались тоже. Вы же эти ребята очень такие разговорчивые, когда друг с другом встречаемся с других видов. Сборная республика у нас здесь готовится. Наверх туда. Вот это одна бригада. Вот у нас, вот это для девочек комната. Отдельно тут, значит, они переодеваются, раздеваются, лыжи, туалет, душевая. Сейчас наверх поднимемся. Старый динамовский флаг. Ой, как же, истинно динамовцы. Вот это Кубок Рочевых, это мы в Фалоне выиграли эстафету. Вот я последний этап бежал. Фалон. Ну, были времена, когда... Беляев Женя, что ли? Женя Беляев, да. Серега Савельев, Коля Божуков. Самый маленький Божуков, да. Половина ушли. Да, половины уже нету, двоих нет. Это все приспособлено, стационарное. Все приспособлено. Здесь мы напитки готовим. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь у нас душевые, туалет, стиральная машина.
Потому что иногородние... Закрепляют, и все, и поехали. Это все, да, это то есть так приспособлено под любые лыжи. Под любые. Они двигаются туда-сюда, по высоте, и удобно. Также только парафины или что придумали новое? Ну, было вот до этого, до вот сейчас изменения курса рубля, где-то 1500 рублей уходит материала на подготовку одной пары лыж. Там начинаешь, вот, промываешь пластик от грязи, потом ложишь базовый парафин, потом горничный парафин, потом порошки вторуглеродные. Сейчас уже до 15 тысяч одна банка, а одна банка хватает на 4 пары лыж. Зайдите, посмотрите, вот это вот настоящее, вот как оленеводы ездят, как живут. Так, это самое. А вы что, там чай попьете? Я чай попью. Здравствуйте. 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 С той стороны тарелочку обещаете. Так, давай вставайте, да? Мясо. А Денис... Так можно не без мяса? Давайте. Без мяса. Бульон. Без мяса у нас никак. Здрасте всем. Здравствуйте. Спасибо. С хлебушком она лучше. Горячий очень. Осторожно. Мы уже снимали, Супер, мы горячий. поставили. Если мне, то нет. Жирная и долго не остывает. Нет, спасибо. Горячий. Это сам, спасибо большое. Василий Павлович, Николай Я уже был. Василий Павлович, давай пей. Я уже был У здесь. меня руки горячие. Спасибо, я самое, по полочке. Так, Говорят, строганина, да? Да? Перчик, соль и все. И чук. Я не знаю, я постараюсь к вечеру подъехать туда к вам. Очень вкусно. ой, этих были, да, ну вставай. Вот. Мясо, пожалуйста. Отличный бульон. Ну как может быть плохой? Тем более в таком душевном окружении. Гвозди съешь, не заметишь с аппетитом, а уж такой вкус-то тем более.